сегодня ночью, вечером, полвторого ночи звонил брат, сказал, что меня полиция поймала. Я говорю, ты где находишься? Он сказал, Парчай Акиманка. Я ему сказал, машина там, приезжай, забери. Потом после этого телефон не работал у него. Я поехал туда с племянником искать машину. Не нашли машину. До сих пор его без слуха, ничего нет. Ну, чем он занимался? Он таксовал. Ну, ваш, вот как его звали? Мой брат родной, это Зафар Падрдин Раджабович. Родом Файзабада. Да, Файзабад. Он занимался чем? Такси. Лицензию. Есть, все есть. Ну, когда он вам звонил, говорит, что его забрали сотрудники полиции. А как он определил? Ну, хорошо, там можно показать фальшивое удостоверение. По сути, почему это вам? Потому что если когда сотрудник полиции, значит, там определяется отдел полиции. Он мне сказал, что уголовник, сотрудник уголовного розыска. А что он может совершить? Не знаю, я вот сколько... Он жил вместе с вами? Нет, он отдельно жил. Женат? Да, двое детей. Здесь? Нет, там в Москве. Здесь нет у него невестки? Нет, Ничего? ничего, никого. Он работал, одним словом, таксистом в Москве? Да, только таксистом все. Это произошло в час ночи. Полвторого ночи. Машина была, соответственно, ему передана под доверенность. Да. Другой, значит, человек, который владелец автомобиля, он тоже гражданин Таджикистана. Гражданин сейчас России. Гражданин России, уроженец Таджикистана. Да. Да. Он сейчас сюда едет к нам. Да. Вы поехали на месте, где сказал машина, а там машину вы не обнаружили. Нет, ничего не знаю. Сколько лет вашему брату? 28. Давно в России? Да, он лет, честно. Вот за моей историей, за мою работу, да, может быть 20, может даже 30, да, граждане Таджикистана, которые подобные случаи были, их мы живых не находили. Их то в лес, то в другое место. Я поскольку мне известно, машина у вас 2014 года. За него заплатишь там 500 000 рублей, практически приобретали эту машину. За такие деньги, да, можно убивать, можно делать. Вот вы звонили в разных отделах полиции. Что вам сказали? Нет, такого. Вот вы таджик, звонили в отдел полиции. Сказали, что я таджик, я брат, что как соток. Нет, бывает такого. Даже ехали в отделение полиции. Садись сюда, пожалуйста. Представь, что еще спрашиваю. Как вместе поехали? Куда поехали? Там в отделение это Куда в отделение поехали? Большая Каменск, это как называется? Я Акиминская, еще улица Якиманка. Пятницкая. Акиманка. Ага. Еще улица Пятницкая. Вот вы пришли в отдел полиции, вас как встретили? Как... Встретили. Нормально ходят? Все, общались, Да. нормально. Есть хорошая у нас полиция. Иногда есть хорошая полиция. Ну, И да. с вами они разговаривали. Ну да, не Вы разговаривали. говорите, где вот наш брат пропал? Да. Вот в вашем районе. Ну, тогда надо было у вас требовать заявление. Вы написали заявление? Нет. Он говорит, пока, значит, 3 дня не прошло, можете не писать. Мне сказали, что вы можете там это, тетрадь смотреть, что такого человека привезли в этом отделении или нет. Ну, И вот этого. по разговорам у вас, получается, ваш брат забрал не просто как сотрудник, а забрали с уголовного розыска. Да. Ну, скорее всего, они показали удостоверение, представили, что Ну, да. представители уголовного розыска. Да, он мне Вытащили сказал, вас с что... машины, вашу машину посадили и забрали. А вы думаете, почему забрали? Я не знаю вообще. А раньше брали вот так? Нет, первый раз Вообще в нет. жизни. У него регистрация, патент, У него это скоро РВП. это получается. ну, работа таксистом. Да. Ну, видите, жизнь таксиста настолько опасна, но вот он решил вот такой путь выбрал. Почему только это опасно? Ну, жизнь оставляет что-то. Заставляет. У него там в Таджикистане дети и жена, да? Да, И у вас мама еще есть, да? да, слава Богу. Слава Всевышнему. У нас пока все есть. Вот вы говорите, когда видео будет показано, мама, вообще там страшно, да? У нас каждого есть мама. Если мама скажет, когда, почему вы все еще не сообщили, тогда еще говорят, ну вы же знали, почему не сообщили, почему нет никакого там расследования. Вот тогда точно страшно будет для матери. Дети молчали это. Вот смотри, часто происходит вот это событие, да, у нас с таксистами, с дворниками, с телега, толкатели телега, так называемые, на рынках, вот, различных Таджикистанах, в том числе в Люблино, там других называю, всегда Люблино, потому что там криминал. Я этого не боюсь, это криминал. Я туда приезжал, недавно встречался с таксистами. Вот они платят, вот всем платят, да, деньги, вот грузинам, чеченцам, там, милиции, полицию, и они якобы вот это деньги им спасают жизнь. А ваш брат кому не платил? Не, он там по это работал по компании, не такой там какое-то место. А какая компания была там? Такси везет, таксирует. Круг такси. И он там числился, да, у них? Да, сам. А вы туда обратились, что вот Ну, а Там если... ночью приехали мы к ним, они сказали, что мы заказ дали, вот где-то в районе час, 10 минут второго заказ, он не подтвердил. Он был в это время в районе Ленинский проспект 30. вот вы сейчас делаете видеообращение ко всем гражданам, кто знает, где местонахождение вашего брата, сообщите, Да. чтобы вы быстрее его нашли.
пошли. Мы тоже сами будем сейчас делать. Заявление все остальные подготовим. Ну, трудно сейчас вот сказать, что завтра и сегодня мы его найдем. Но все-таки найдем. Будет эта информация. Но вот смотрите, уроком не станет для наших граждан, что подобные вещи нельзя делать в России. Мы всегда говорим, что таксист, если хотите, чтобы действительно постоянно вот с момента, когда выехал, когда час, минуту, секунду, даже сообщит. Даже вплоть до того, что хоть в машине надо держать вам в любом случае какой-нибудь маленький такой диктофон. Убрали машину или сделали. Или любой телефон поставить на сим-карту. Просто купить телефон за 800 рублей, туда положить сим-карту и под сиденье. И всегда это местонахождение этой машины можно определить. Только зная телефон там ваших родственников. Берите телефон, положите под сиденье, сим-карты и местонахождение. Они думают, что сотрудники полиции или там воры, я не знаю, может быть, это вообще преступники забрали его. Показали любое удостоверение. Потому что сейчас мы будем обвинять, что он сказал так. Да. Вот это сотрудники полиции делали, и там уголовный розыск. Это уже вопрос, говорит, времени, решение тогда вопроса. Все-таки, значит, давай надеемся на лучшее. Ну а дальше надо нам создать безопасность для наших соотечественников, потому что их не так мало, их много слишком здесь. Но они не дружные. Они не дружные. Они каждый вот попал, как у вас, проблемы к нам, попал проблемы к нам. А когда хорошо, да зачем? Вот так не строится государство. Так не строится. Нет, государство всегда строится на взаимопонимании, на сплоченность самого народа. Различные коллективы там в народе бывают. Мы за пределом страны находимся. За пределом страны. У вас там мама ждет, папа ждет, жена и дети ждут. Вот сегодня нет вашего брата. Практически, говорю, те функции, которые мы хотели выполнить, чтобы постоянно у вас были диктофоны, были дополнительные номера телефона, сим-карты, местонахождение, независимо где вы работаете, тогда мы их быстрее находим. Вот сегодняшний наш разговор будет уроком для других, понимаете, что я говорю? Надо прийти здесь, я любую бумагу вам отдам, любой таксист я отдам бумаги для его безопасности. Он говорит нет. Вот мы будем платить чеченцам, грузинам, ну не будем к вам ходить. Ну тогда зачем сюда приходить, правильно? Ну вы все равно до сюда придете же. Я еще раз обращаюсь ко всем таксистам. Пока не поздно, приходите, берите те бумаги, те инструкции, которые я вам даю, и вам будет легче находиться. Вы платите, по-черному платите, по 5-6 тысяч рублей. Еженедельно платите, не ежедневно, а еженедельно. В месяц по 30 тысяч платите. Хорошо.